Хейтить антиковидные меры сейчас не модно. Средства защиты, как студенческий билет. Без маски не пускают на пары, без прививки в общагу. Не новый тренд теперь и массовая вакцинация, которая теперь проходит и в УДГУ. Врачи приезжают к нам каждый месяц. Находится мобильный пункт в шаговой доступности. Пройтись нужно лишь до 7-го корпуса. Ждать заветную прививку придется всего 20 минут. Пациенты регистрируются, выбирают с терапевтом подходящую вакцину, проходят осмотр. Здесь все включено, как в больнице. Желающим привиться остается лишь заранее записаться в деканате и взять с собой документы. Вот я лично ходила в центр профилактики на 50 лет октября, это бывший 3-й роддом. И туда, просто даже попасть сложно. Там очередь начинается на улице, 20 минут стоишь на улице, потом заходишь в узкий коридор, где народ просто клубится. Руководство вуза бегать от вакцинации не советует. 50 групп уже закрыли на каникулы. Некоторых десантников от похода в универ это не останавливает, а на входе в вуз их не проверяют. Зато с особой щепетильностью следят за противниками масок. Играть с антиковидными мерами сейчас и вправду опасно. Многие вузы уже живут как в 2020-м. Начало ноября мы тоже проведем зумом. Когда выйдем обратно, пока неизвестно. Это принимается решение на уровне региона, мы следуем этим указаниям, и после этого будет принято решение окончательно. На сегодняшний день около 70 студентов у нас болеет, около 20 преподавателей, 20 небольших. Но это, я говорю, такой уровень, который, например, за последнюю неделю несколько даже сократился. Но по республике болеющих становится все больше. Залы, фудкорты, кинотеатры закрываются, а от массовых праздников остаются только объявления. Особые вопросы возникают у активистов УДГУ. В разгаре репетиции ОБВ. За спиной месяц подготовки. Но отменить театральные ивенты причин достаточно. Небольшого вуза пока планируется. Если будет такая ситуация, то это тоже будет и участникам. Я думаю, что это будет, возможно, без зрителей или с наполняемостью зала 50%. Так же, как в прошлый год, мы будем растягивать это на 2 недели. Но допуск, в отличие от прошлого года, будет только через QR-код. Единственное, мы оставляем с открытой датой итоговое мероприятие по проекту первокурсника. Вмешался ковид и в культурные планы студентов. Пушкинская карта живет теперь в режиме ожидания. У театров и музеев локдаун. Билеты от этого не сгорят. Спектакли и выставки проведут в ноябре. Попасть туда можно только с QR-кодом или ПЦР-тестом. Надеются студенты на антиковидную новинку – экспресс-тест за 300 рублей. Возможно, да, мы поставим палатку и можно будет сдавать экспресс-тесты. Но пока этот вопрос открыт, он не решен. Стоимость аренды этой палатки порядка 10 тысяч рублей за выход. У нас, например, в месяц порядка 20 спектаклей, то это 200 тысяч рублей, условно. В данном случае с той стоимостью билетов, которые у нас в театре, к сожалению, мы не сможем единолично понести эту, скажем так, эту ношу. ПЦР-тест и прививка пока первая в антиковидном списке. Как быть тем, у кого медотвод, и где искать деньги на дорогие тесты, нигде не прописано. Но мы живем в ковидной реальности, и играть придется по ее правилам. Будем их нарушать, придется жить без театров до Нового года. Будем ответственными, снимем корону.